В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым, в студии с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 по крымскому времени или же в 7:35 и 12:10 по Киеву, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. С начала текущего года сотрудники МЧС более 700 раз привлекались для ликвидации возгораний. При этом в ведомстве утверждают, что от пожаров не спасает даже похолодание. Возросло ли количество пожаров в сравнении с прошлым годом, который фиксируют на полуострове за последние годы? С чем связаны эти изменения? И как можно предотвратить опасность, исходящую от пожаров? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, с начала 2018 года сотрудники МЧС в Крыму 731 раз привлекались для ликвидации возгораний на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации спасателей, несмотря на снижение среднесуточной температуры, подразделения пожарной охраны практически ежедневно выезжают на тушение возгораний сухой растительности. Зачастую травяные палы вызывают сильное задымление и вплотную подходят к населенным пунктам, что становится опасным для жизни и здоровья людей, говорится в сообщении. И вот мы сейчас попытаемся разобраться с тем, насколько тревожна эта тенденция и что можно сделать, чтобы предотвратить ситуацию, с инженером лесного хозяйства и бывшим лесничим Приморского лесничества Дмитрием Демчуком. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. И вот 731 пожар, на который уже успели выехать сотрудники МЧС. По вашему мнению, это плохая тенденция вот, для текущего года? В принципе, вы фиксируете увеличение количества пожаров за последние годы? Да нет, я знаю, я вам скажу, наверное, что это больше всего текучка. Я так примерно сравнил данные по прошлому году. Они подали 940 пожаров за 2017 год. Ну, тут как бы еще год не закончен, 700 пожаров, поэтому как бы какой-то такой, сильное увеличение я не вижу. Как бы. Хотя, конечно, Крым не ушел никуда от глобального потепления, как по всему миру, то есть среднесуточная температура поднялась. Конечно, это идет и усыхание лесной подстилки, и уменьшение количества осадков, и уменьшение уровня понижения грунтовых вод. Это все из природных факторов, которые влияют на пожары. Ну, конечно же, на первом месте это антропогенные факторы, которые неправильное обращение с огнем, это разжигание пожаров, это пал травы, как вы уже сказали. В общем, по этим факторам. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что мне не нравится и очень неправильная политика Министерства экологии в Крыму. То есть, что делается в Крыму для того, чтобы избежать эти пожары? Допустим, что касательно лесных пожаров. То есть, это запрет на посещение лесов. То есть, ставятся шлагбаумы, перекапываются заезды. Я считаю, что это неправильно, потому что, как известно, всегда запретный плод сладок, поэтому народ все равно идет в лес. И уже не в те места, где как их можно было ожидать, допустим, если бы это был какой-то туристический маршрут, а туда, куда им вздумается. И там, естественно, брошенные окурки, там незатушенные костры. Из-за этого тенденция, конечно, нехорошая. Я бы, конечно, пошел по принципу Финляндии. Именно прокладываются маршруты, делаются места стоянок. Народ четко идет по маршруту, то есть лесник или тот же егерь, он знает, то есть или инспектор охраны, где находится человек, он на этих площадках, они оборудованы мангалами, там дрова лежат, люди не лезут, не ломают ничего, то есть все цивилизовано. Здесь совсем по-другому. Дмитрий, конечно,
А вот эта проблема, она по всему Крыму с запретами на посещение? Это, то есть, условно говоря, это республиканская политика, я так понимаю? Да, это республиканская политика и не только запреты, понимаете, это заборы, это как бы, ну, вообще какая-то дикость, понимаете. То есть идет какая-то такая негласная, вот, допустим, деление на какие-то объекты самые лучшие выбираются, которые там охотугодия, допустим, делятся между элитами, там как бы назначается это. Я вот недавно пытался заехать в лес, как бы стоит шлагбаум посредине поля, как бы, хотя поле брошено, оно совхозное, никакое отношения к экологии министерство не имеет, как бы. Ну, стоит шлагбаум, я взял его, объехал, так у меня были претензии, что, типа, мы там можете порезать колеса, там, в общем, вот такое вот. Ну, какой-то, не знаю, какие-то 90-е мы возвращаемся. И отношение лесной охраны, я хочу сказать тоже, ну, то есть к вам не подходит человек, не представляется, не говорит, что я инспектор такой-то там, вы нарушили такой-то пункт правил. А тебе так издалека, там где-то с УАЗика кричат, что там еще раз заедешь, там тебе порежешь колеса, там, ну, не знаю, как бы профессионализм вот этот, он падает именно, нету профессиональных, случайные люди в лесном хозяйстве, поэтому, ну, это один из факторов, как бы, тоже вот этих пожароопасной ситуации, которая создалась в Крыму. Дмитрий, а вы уверены, кстати, что вот в данном случае это были представители лесного хозяйства? Потому что это больше похоже на действия, ну, каких-то частных охранных структур, притом не очень, я бы сказал, дружащих с законом. Не, ну мы как бы местные, знаем, конечно, друг друга, как бы, поэтому... То есть это лесники были, да? Это был, да, инспектор, как бы, да, как бы... А вот, в принципе... Ну, что вы удивляетесь, если у нас у директора лесхоза 2 уголовных дела, он до сих пор работает. Ну, что тут удивляться, как бы, тут, ну, такая ситуация в лесном хозяйстве, я не знаю, как бы... Ну, условно говоря, вот давайте все-таки вернемся к вопросу пожаров, да, если говорить о том, как можно избежать, вот прокладывать такие маршруты, например, да, но ведь пал травы, например, происходит явно не со стороны туристов, это местное население, которое фактически сознательно подвергает себя риску, вот насколько вообще необходимо жечь траву, у нас вот на постсоветском пространстве считается, что это правильно, необходимо и помогает. На самом деле, действительно это так? Ну, конечно же, нет. Вы же понимаете, что припали травы, там находятся гнезда, там находятся насекомые, там находятся звери, которые прячутся на этих полях, лугах, как бы. То есть, выжигая траву, это гибнет вся эта... Почему у нас идет тенденция, как бы, такая, исчезновение зайца, как бы. Его в лесу практически уже не увидишь, потому что его нету практически. На полях тоже его популяция уменьшилась, потому что идет выжигание, и это. Ну и я вам скажу, во-первых, все поля, вот, допустим, это Керченская трасса, вот, где большие там именно пожары были, которые Керчь-Феодосия, оно же все сухое, оно практически обочины там не окашиваются. Естественно, останавливаются, нет ни, как говорится, ни туалетов, ничего. Люди останавливаются отдохнуть, то есть на обочине, бросают сигареты. То есть в основном-то палы идут, они же идут от дороги, они не идут посредине поля. Середины поля. Они идут от дорог, то есть где-то оттуда. То есть, условно говоря, часто трава загорается не потому, что люди специально ее поджигают, а это именно вот некая такая случайность. Она случайно, да, это безалаберность, это как бы такая, как... Ну, естественно, есть и случаи отпалов, то есть вот когда зажигают херню и такое. Но это в основном сейчас как бы я не вижу, что там прям эти фермеры там сжигали. То есть херню я такого как бы не наблюдаю. То есть, по большому счету, наконец-то можно сказать, что в Крыму вот это достаточно, я бы сказал, сомнительная тенденция к тому, чтобы жечь траву именно сознательно, она все-таки уходит, к счастью, да? Да. Но это не может не радовать. Дмитрий, ну вот в принципе, кроме, возможно, обустройства туристических маршрутов в лесах, есть ли еще какие-то меры, которые лесники могли бы сделать для того, чтобы уменьшить, или республиканские власти, уменьшить риск возникновения этих пожаров? Есть какие-то... Это мониторинг, очень должен быть мониторинг, понимаете, именно добавлено количество лесной охраны, то есть это должны быть профессиональные люди, это должно быть наблюдение с, допустим, коптеров или еще чего-то, то есть все это как бы, требует средств, а вы мне, извините, зарплата в 15 тысяч рублей, как бы
вряд ли пойдет специалист на такую зарплату, чтобы вот это, на такой жаре бегать там по лесу и гонять отдыхающих. Выбирают уже так, по остаточному признаку, поэтому как бы... Мгм. Что ж, Дмитрий, вот. благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с Дмитрием Демчуком, инженером лесного хозяйства и бывшим лесничим Приморского лесничества. Темой нашего сегодняшнего эфира являются, ну, скажем так, пожары в Крыму, в частности, и в лесах, которые возникают достаточно часто в последнее время. Вот, с начала 2018 года сотрудники МЧС России по Крыму, напомню, зафиксировали 731 возгорание, к ликвидации которому привлекались сотрудники этого ведомства. Вот, господин Демчук утверждает, что, в принципе, это достаточно типичная для Крыма цифра. Вот в прошлом году 940 пожаров было зафиксировано. И сейчас с нами на связи Анатолий Ковальский, бывший министр лесного хозяйства Крыма. Анатолий Иосифович, здравствуйте. Доброго ранку. Благодарю, что связались с нами. Вот 731 пожар, вот пока что на текущее время в Крыму был зафиксирован, на который выезжали сотрудники МЧС. По вашему мнению, вот это нормальная ситуация для Крыма или же пожаров стало больше? Ну, це колосально багато. Я не пам'ятаю таких періодів, щоб в Криму було стільки загорання і пожеж. Тим більше була ще названа цифра 900 за минулий рік. На моїй пам'яті було саме більше десь у 2002 році, якщо може 2004, це біля 400 загорань. А така це колосальна сума лісових пожеж. Це надзвичайно небезпечно. Ну, це вулкан майже. Угу. А по вашему мнению, что может вызывать в Крыму? Вот что изменилось в Крыму с 2014 года, что возникают пожары? Ну, змінилася структура управління лісовим господарством Криму, перш за все. Підпорядкованість Міністерству екології, якщо мені пам'ять не зміняє, і сама структура виконують роботи, одні контролюють інші. І я думаю, що в тому є певна проблема. І хтось хто повинен контролювати, хто повинен виконувати. А причина виникнення пожежі – це майже 99% це причина, це людина, будемо так казати. І 1% тільки якісь інші фактори визивають пожежу. А взагалі-то це недолуга робота всіх структур гілок влади і самої лісової охорони, яка входить в владу, звичайно. От. Тому що при організації охорони лісу від лісових пожеж є профілактичні заходи, є попереджувальні заходи, і вони повинні виконуватися чітко. Я пам'ятаю, коли ми працювали, то цю роботу ми виконували, проводили навчання разом із МЧС, проводили серед лісової охорони, спільно проводили мобілізаційні плани, готували до організації гасіння лісових пожеж. Ну і багато чого. 60% бюджету, який виділявся на ведення лісового господарства Криму, направлялося на охорону лісу від лісових пожеж. От таким чином. Як зараз проходить, звичайно, коли Демчук казав, видно фактор людський і видно фактор фаховий, якраз сприяє тому, що ці пожежі з кожним роком збільшуються. Ну і хочу сказати, що наші всі вузи на Україні готують фахівців, і є спеціальна дисципліна, лісова пірологія, яка вивчається, і там вивчають якраз порядок організації лісів від лісових пожеж, боротьба з лісовими пожежами, методи всякі, ну і таке, і так далі. То, що згідно програми цієї. Фахівці сьогодні з материкової частини України не їдуть в Крим, а в Росії таких лісових пожеж, крім Сибіру, практично немає. От тому фахівців
помаленьку скорочується. Ну, сейчас, кстати, судя по всему, как раз в России проблема лесных пожаров также начала возникать достаточно остро. И вот мы помним, что в этом году также были лесные пожары не только в Крыму, но и в соседней России. Вот тут возникает вопрос, в принципе, как по вашему мнению в такой ситуации, стоит ли рассчитывать, что обратят на это внимание и начнут все-таки наконец-то выделять какие-то деньги именно на предотвращение пожаров? Мусять звернути увагу, тому що якщо взяти ліси Росії, то вони природно поновлюються всі, а ліси Криму практично природно не відновлюються. Тільки, в принципі, то ліс кожен природно відновлюється, але умови природного поновлення в Криму в 10 разів гірші, ніж в Росії. Тому тут відноситься до Кримського лісу, якраз треба як до маля, народженого маля. Це надзвичайно крихка екологічна система ліси Криму. За ними треба дбати і дбати, як за маленькою дитиною доглядати. Тому тут вина фахівців і вина влади, яка сьогодні не звертає увагу. Видно на фінансування, видно недостатньо коштів для того, щоб проводити профілактику серед місцевого населення. Ну, врахуйте собі, що коли в Крим приїжджало до 8 мільйонів відпочиваючих і нас було 200-400 загорань, а зараз 700-900. І менше приїжджає туристів 3 рази, і сьогодні більше 3 рази пожеж. То це треба задуматися. І якщо вони не звернуть увагу на фінансування лісової галузі в цілому, і зарплати, і підготовка фахівців, і так далі, то лісу не стане. Я пам'ятаю, що ми в свій час садили в Криму до 4 тисяч гектар лісу. За ці кошти, які гасяться лісові пожежі, можна посадити багато ще лісу. А ліс, я думаю, зараз лісівників в Криму практично не садять зовсім. Тому це проблема. Проблема якраз в керівництві, в кадрах и так далее. Анатолий Иосифович, я попрошу вас оставаться на связи. Мы буквально через минуту продолжим нашу беседу. Я просто напомню нашим слушателям, что в эфире радио «Крым Реалии» звучат не только утренние ток-шоу и дневные эфиры, но у нас есть также вечерний эфир, в котором вы можете услышать все самые важные новости дня и их объективный анализ. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Мы же возвращаемся в эфир радио «Крым Реалии» утренний. С нами на связи Анатолий Ковальский, бывший министр лесного хозяйства Крыма. Говорим о лесных пожарах в Крыму, о том, что их количество в последние, скажем так, месяцы, годы участилось, и даже похолодание этому не препятствует. И вот у меня короткий вопрос еще к Анатолию Иосифовичу. Анатолий Иосифович, вот погодные условия-то тоже меняются. То есть вот мы видим, глобальное потепление вызывает достаточно интересное явление. Осень чрезвычайно теплая. По вашему мнению, будет ли это приводить к тому, что пожары в Крыму будут происходить еще чаще? Чаще пожари будуть проходити тоді, коли люди не будуть дбати. Тому що в будь-якому випадку ліс починає горіти тоді, коли жарко і є чому горіти. А це в Криму завжди є. Тому що погода буде впливати в кращій чи в гіршій мірі, суха буде збільшувати вірогідність виникнення лісових пожарів, дощі будуть зменшувати це вірогідність до нуля. Но, перш за все, це треба проводити і профілактичні, і попереджувальні заходи. Профілактичні, я не встиг сказати, тут це радіо, телебачення, газети, виховна робота в дитсадках, в школах, в вузах, кругом. Оце якраз треба вести цю роботу серед населення. Тоді буде менше лісових пожеж. Анатолий Иосифович, спасибо вам огромнейшее за комментарий. Напомню, мы говорили с Анатолием Ковальским, бывшим министром лесного хозяйства Крыма. И сейчас к нам присоединяется начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук. Роман, здравствуйте.
Доброе утро. Благодарю, что связались. Вот мы видим, что проблема лесных пожаров в Крыму, она сейчас активизируется. Вот, а в принципе это явление чисто крымское, или же в Украине также, к сожалению, сейчас можно наблюдать проблему лесных пожаров, которая увеличивается из года в год? В летний период у нас всегда существует угроза пожаров в экосистемах, лесопарковых зонах, возгорания торфяников. Такое присутствует всегда. Да, но можно ли говорить о том, что из года в год их количество растет, или же это в принципе неизменная пока что для остальной Украины цифра? Я хотел бы сказать, что при пожарах такого рода всегда присутствует человеческий фактор. Исходя из этого, либо бросили, оставили незатушенный костер, либо бросили окурок, либо оставили мусор за собой, что в дальнейшем привело к возникновению пожара. Поэтому человеческий фактор надо стараться максимально исключать из данного вида надзвычайных подій. Как уже предыдущий ваш гость сказал, действительно нужно проводить профилактическую работу, необходимо заниматься с населением, доводить до них информацию о том, что в летние периоды, или особенно в пожароопасные периоды, запрещено разводить открытый огонь в лесопарковых зонах, запрещено пользоваться открытым огнем, запрещено заезжать туда на машинах. Поэтому есть целый комплекс мероприятий, которые необходимо выполнять для того, чтобы предупредить возникновение пожаров в экосистемах. Да, но смотрите, есть же момент того, предположим, мы наблюдаем ситуацию, когда люди остаются теми же, меры проходят те же самые, но, предположим, климат становится суше и жарче, и логично, что создается больше условий для возникновения пожаров. И вот я сейчас хочу понять, например, для Киева, для Киевской области, эта проблема становится актуальней или же нет? Или же, в принципе, вот за последние годы ситуация не меняется? Вот точно так же люди, там, предположим, бросают окурки, к сожалению, да, и вот примерно одинаковое количество пожаров за год фиксируется. Для Киева, Киевской области эта проблема актуальна всегда. Она есть, присутствует, и у нас всегда возникают пожары в экосистемах. Другое дело, что на уровне города Киева мы научились очень быстро и оперативно реагировать на такого рода возгорания и не допускаем, чтобы эти возгорания превратились в верховые лесные пожары, но все равно такая проблема постоянно присутствует. В любой летний период, даже при температуре плюс 20, плюс 25 градусов, уже есть угроза возникновения пожара. И любая провокация в этом вопросе может привести к серьезному лесному пожару. Угу. Ну, Роман, и если коротко, вот профилактические меры, там, само собой, рассказывать людям о том, что нельзя делать, а что можно делать, чтобы пожары не возникали, как реагировать, если они вдруг возникли, и вы стали их свидетелем, да? А вот что можно сделать, чтобы уменьшить сам риск возникновения таких пожаров? Вот, предположим, наш собеседник, лесничий Приморского лесничества, бывший Дмитрий Демчук, он говорил о том, что необходимо обустраивать специальные туристические маршруты, к примеру, которые будут обустроены с урнами, с мангалами, где люди не будут разводить костры непонятно где, а будут делать это в специально обустроенных местах. Вот по вашему мнению, такие профилактические, скажем так, решения, они действительно могут помочь от возникновения пожаров? Конечно. У нас есть 3 лесопарковых хозяйства в городе, которые ведут постоянно вот такого рода профилактическую работу. Прежде всего, к летнему периоду готовятся специальные площадки, на которых можно разводить костер и где можно прийти и пожарить шашлыки. На этих площадках устанавливаются беседки, там делаются места для разведения костра. Сотрудники лесопарковых хозяйств ведут там в этих местах постоянное патрулирование и контролируют за тем, что происходит. Кроме этого, лесопарковые хозяйства выполняют превентивную работу, связанную с наведением порядка в лесопарковых хозяйствах. Делаются мелиоративные полосы, проводятся расчистки заваленных деревьев и так называемые санитарные чистки, и убираются из леса все поваленные деревья, ветки, весь сухостой, все, что может максимально быстро загореться. Ведут постоянный контроль, ведут патрулирование. Совместно с патрульной полицией заезжают в лесопарковые зоны и там ведут патрулирование. Установили видеокамеры для контроля за первоначальным возгоранием в экосистеме. Ну и, естественно, это оперативное реагирование. Наши лесопарковые хозяйства на сегодняшний день на своем вооружении имеют в том числе и пожарные машины, предназначенные для тушения пожаров в лесной местности. И они первые оперативно реагируют на возникновение возгорания. Дальше уже подтягивается город, подтягиваются наши силы, ДСНС города Киева на тушение пожаров.
но от их первоначального оперативного реагирования, качественного, профессионального, эффективного зависит и распространение данной надзвычайной ситуации. Роман, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с начальником управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации о том, как действовать, как реагировать на проблему участившихся пожаров в Крыму. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся буквально через несколько минут. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Симферополе более 2000 жителей из-за ремонта дорог могут остаться без газа. В Крыму собирают заявки на название местного аэропорта. Угостите чебуреками в Крыму. Мустафу Джемилева в Киеве поздравили с юбилеем, сейчас подробнее. В Симферополе предупреждают о перебоях в подаче газа в жилые дома почти на 30 улицах города. Это связано с переносом газовых сетей в рамках капитального ремонта 2 улиц, сообщает пресс-служба российской администрации города. Там уточнили, что ограничения в подаче газа коснутся 2400 абонентов на 29 городских улицах. Ранее сообщалось, что часть южного берега Крыма, Ялта, Алушта и близлежащие поселки на неделю останутся без газа из-за ремонта газопровода. В Симферополе продолжается финальный этап голосования конкурса «Великие имена России» по присвоению названия аэропорту Симферополя. Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 30 числа. Имена, прошедшие финальный этап конкурса, определены по результатам соцопросов и утверждены экспертным советом конкурса. Это российский художник-маринист Иван Айвазовский, императрица Екатерина II и флотоводец Павел Нахимов. Лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева 13 ноября поздравили с 75-летием. Официальное торжество в честь юбилея провели в Киевской городской государственной адміністрації. 90 я говорю років, а про 80 ми все-таки святкували в Криму. Щоб ви нас з Лілією пригостили найсмачнішими чебуреками. Во время торжества певица Джамала исполнила крымско-татарскую народную песню «Освободи меня из плена печали», которая у крымских татар ассоциируется с депортацией с Крыма в 1944 году. Минобороны Норвегии обвинила Россию в причастности к сбою системы GPS во время недавних военных учений НАТО. Москва отвергает обвинения. Замглавы Комитета Госдумы по обороне Андрей Карасов назвал обвинение очередной попыткой демонизировать Россию, пишет русская служба «Радио Свобода». Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что во время недавних учений НАТО в Северной Европе в работе навигационной системы GPS Финляндии также возникли сбои, и ответственность за это, возможно, лежит на России. Сегодня в Крыму температура воздуха до +6, хмурая погода. В районе Чонгары и Новоалексеевки +4, также небо будет затянуто облаками. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Добрый день, мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины, а также уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев 13 ноября отметил 75-летие. Почему он остается бесспорным авторитетом среди крымских татар? Почему после аннексии Крыма дорога на родину для него оказалась закрыта? И есть ли шанс, что он сможет попасть домой в ближайшее время? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания.
Накануне своего дня рождения Мустафа Джемилев обратился с призывом о помощи детям крымчан, которых по политическим мотивам удерживают в России и на аннексированном полуострове. Напомню, что на протяжении 1966-1983 годов его арестовывали 6 раз. Мустафа Ага провел в заключении 15 лет за распространение взглядов, порочащих советский строй, и во время пребывания в неволе голодал 303 дня в омской тюрьме. На свободу вышел в 1986 году. Вот, собственно, о биографии Мустафы Джемилева, о том, что же сделало его лидером крымско-татарского народа, бесспорным лидером. Мы сейчас поговорим с программным директором Крымского дома Алимом Алиевым. Алим, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Благодарю, что включились. Алим, вы стали одним из авторов книги про Мустафу Джемилева «Несгибаемый». Ее порекомендовал в том числе, в числе, скажем так, рекомендуемых к прочтению президент Украины Петр Порошенко. Почему Мустафа Джемилев, по вашему мнению, стал столь важной фигурой для крымско-татарского народа, и я думаю, что уже не только для крымско-татарского народа, но и для всей Украины? Почему он стал примером, с которого рекомендует брать пример даже президент Украины? Вы знаете, когда мы с Сергеем писали книгу, мы тоже задавали вопрос, что сделало в свое время Мустафу Ага, Мустафой Ага. И, наверное, можно отметить несколько таких ярких характеристик, которые присущи ему. Это первое, это сила духа, которой, и вы сказали, это и голодовки, это борьба за свои принципы, да, и отстаивание своих принципов. Да, несмотря на то, какая ситуация политическая за окном, либо какая есть там государственная поддержка, либо ее нет. Второе, это, конечно же, понимание того, что ты делаешь правильную вещь. Когда в советские годы Мустафа, ветераны национального движения боролись за возвращение, они понимали, что они делают очень важную вещь не только для своего поколения, но и для будущих поколений. Поэтому это понимание правильности. И второй важный фактор – это сподвижники. То есть те, которые разделяют ценности, и те, которые готовы также бороться вместе с Мустафой. Да, такие сподвижники, очевидно, были и в советские годы, и они есть сейчас. И третий фактор – это просто безупречное чувство юмора. И это то, что помогает в очень тяжелые времена не сломаться и помогает идти дальше. Да? И Мустафа Ага очень много шутит, он знает много прекрасных анекдотов, и это, наверное, то, что, знаете, подбадривает не только его самого, но и его окружение. Алим, кстати, я предлагаю послушать нашей аудитории те слова, которые Мустафа Джемилев, вы вспомнили о его чувстве юмора, в комментарии Крым Реалии он рассказал о лучшем подарке для себя, который он видит на свой юбилей. Давайте послушаем. Личность. Если бы включить телевизор и получить информацию о том, что русские начали уходить из Крыма, был бы, конечно, большой подарок. Но, наверное, так оно и произойдет. Вопрос только когда. А так остальное все есть, кроме Родины. Личность. Алим, тут же очень важный момент того, что Мустафе Ага 75 лет, то есть это достаточно почтенный возраст, но тем не менее и во время своей молодости, и сейчас он продолжает бороться. И по вашему мнению, в чем именно секрет его такой несгибаемости, действительно несгибаемости, притом во времени, то есть потому что его борьба продолжается фактически всю его жизнь за возвращение на родину, и, к сожалению, трагическим образом он сейчас снова вынужден вернуться к этой борьбе, пускай, может быть, и не в настолько драматическом формате, как это было в Советском Союзе, когда он вынужден был находиться в заключении, но, тем не менее, он снова не может попасть в Крым. Мы в своей книге как раз спрашивали Мустафа Ага, когда было тяжелее, тогда либо сейчас.
И он говорит, что, конечно же, сейчас легче, потому что весь мир, зная об оккупации, весь цивилизованный мир как раз-таки поддерживает и национальное движение крымских татар, и Украину в борьбе за возобновление территориальной целостности и деоккупации Крыма. Вы знаете, чуть больше года назад, когда мы делали презентацию книги в Париже, в аудитории был французский философ, который сказал очень точную вещь. Джемилев стал символом не только советских диссидентов, но и современных диссидентов, да, то есть тех, кто борется сейчас за права людей, как это было в Советском Союзе. И вот он стал, знаете, таким связующим звеном между той, условно говоря, старой когортой диссидентов и сейчас новыми, которые, к сожалению, появились после оккупации Крыма. Алим, ну вот часто можно от представителей, я вот даже видел, не буду сейчас называть студии имен, но тем не менее вот можно услышать о том, что крымско-татарский народ, от представителей Меджлиса в том числе, не жалуют лидеров. И вот по вашему мнению, действительно ли Мустафа Джемилев настолько уникальный случай, когда вот крымские татары, что его личность, масштаб настолько огромен для крымских татар, что нельзя не признать человека собственным лидером, потому что он всей своей жизнью, всеми своими поступками показывает, что он это достоин. Вот по вашему мнению, в принципе, насколько важна личность в данном случае для крымских татар? Или же дело все-таки не в самом Мустафе Джемилеве, а просто в необходимости найти символ своей борьбы? Вы знаете, всегда есть набор факторов. И эта ситуация, это поиск символов, но, конечно же, если не был бы Мустафа тем, кем он является сейчас, да, он, конечно же, не смог бы стать символом. Поэтому это в первую очередь, наверное, этот личностный фактор. Вообще, когда вы говорите о том, что там крымские татары не жалуют своих лидеров, это отчасти, конечно же, так, потому что, вы знаете, вот этот внутренний дух свободы, который есть и у крымских татар, который присущ и украинцам, конечно же, он всегда ставит под сомнение действия элиты. И это очень хорошо, это очень правильно. Но у крымских татар также есть, в крымсарском обществе, есть знаете, порицание, либо наоборот, восхваление людей и поступков через призму общества. И если посмотрим снова же на ситуацию сейчас, да, то те, так знаете, говоря в кавычках, лидеры, которые пытаются сейчас построить себе политическую карьеру через призму оккупации в Крыму, да, и идут работать с оккупантами, да, их не воспринимает крымстарское общество. И очень много есть примеров, когда публично крымские татары порицали их, что на свадьбах, что на других каких-то публичных мероприятиях. Да. С Мустафой Джемилевым здесь абсолютно иная история. Да. Человек, который все это время и борьбы, и дальше возвращения в Крым, и сейчас снова борьбы, да, он не предал своим ценностям и своим принципам, и также не предал тех людей, которые не только находятся в его окружении, но и которые верят и идут за ним. Алим, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с программным директором Крымского дома Алимом Алиевым. Он написал в том числе и книгу о Мустафе Джемилеве под названием «Несгибаемый». Эта книга в соавторстве с украинской журналисткой Севгиль Мусаевой рассказывает о жизни крымско-татарского лидера и
о борьбе крымско-татарского народа за свободу, за возвращение народа через вот и призму его личности. Но на самом деле Джемилев популярен не только среди активистов, не только среди журналистов, он политиков и людей, которые интересуются общественно-политической повесткой, да, но даже простые крымские татары воспринимают его как своего лидера. Давайте вот послушаем, что говорят о Мустафе Джемилеве жители села Курцы под Симферополем. Крымчане говорят. Лидер крымско-татарского народа сейчас в Киеве на данный момент, нет возможности у него заехать в Крым. Борец за национальную свободу крымских татар. В этот день самое главное — это побольше здоровья. Таких людей очень мало, которые именно за идею. Много пострадал за свои идеи, за народ и за все остальное. Пожелать здоровья, также и продолжать, чтобы как идеи до конца. Организовал возвращение крымских татар. Пожелал бы ему опять-таки здоровья, успехов в его, как говорится, труде. Это, во-первых, пример для молодого подрастающего поколения, пример того, что человек не сломился, что бы с ним ни делали. И в данный момент это пример того, что победа близко. Это одна из стальных нитей, которая связывает Крым с Украиной. То есть это тот канатик, который, в принципе, держит Крым и в информационном, и в правовом поле. Сколько делает он, наверное, вряд ли кто-то в Украине из политиков прикладывает столько усилий, чтобы вернуть Крым обратно в законодательство Украины. Крымчане говорят. Вот так отзываются жители села Курцы под Симферополем о Мустафе Джемилеве. Буквально через секунду мы начнем нашу беседу с заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеровым. Но вот мои коллеги говорят, что у нас на связи есть слушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Голубов. Здравствуйте все, кто слушает радио Крым Реалии. Это, как вы поняли, Москва. И из Москвы. И я вот от души тоже хочу Джемилева поздравить с днем рождения, с его юбилеем. Это действительно достойный человек, уникальный человек. И когда некоторые негодяи и подлецы, например, как Тата Скобеева, я ее называю «Стервозная ТВ», позволяет вот такие, как она позволяла, но это недостойные люди. А Джемилев — это действительно уникальный человек, и Украина, и украинской нации надо этим гордиться. Я бы хотел через вас задать вопрос вашему спикеру, который будет. У меня два вопроса, которые я и вчера задавал, и как-то не получилось, чтобы их передали. Первый вопрос: насколько сразу татарский народ почувствовал, что будут проблемы, как эти вот наши бандюги пришли. Да-да-да, я их вот так и называю. Это бандюги, это никто более. И второе: насколько все-таки, вот сейчас я слышал, что Европа все-таки поддерживает и так далее, но все-таки насколько Европа и, самое главное, Турция, насколько она реагирует на эти события. А вам, Александр Голубов, как всегда, удачного эфира. Ну и спасибо за то, что вы делаете для нас, для москвичей. Потому что, поверьте, слушают по интернету многие, а многие готовы слушать и по радио, когда вы все-таки, повторюсь, расширитесь. Вот, а вам удачи. Александр, благодарю вас за теплые слова. И вот к нашей беседе присоединяется Ильми Умеров, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ильми, вот прежде чем мы поговорим о Мустафе Джемилеве, вынужден вам все-таки адресовать вопросы от нашего слушателя. Вот действительно ли у крымских татар было понимание того, что аннексия Крыма неизбежно будет означать проблемы для народа вот с самого начала аннексии? Доброе утро. Здравствуйте, Ильми. Это понимание, конечно, однозначно было, и оно было не только с началом аннексии, но и задолго до аннексии. То есть, в принципе, понимание того, что... Например, Мустафа Джемилев говорил о том, что следующее будет Украина, или может быть Украина, еще когда были события в Грузии в 2008 году. А лидер чеченцев Джохар Дудаев об этом говорил еще в 1992 году. Угу. У меня тогда вот следующий вопрос. Вот когда мы говорим о Мустафе Джемилеве, тут
очень важный аспект. Смотрите, мы только что слышали жителей села Курцы под Симферополем, и они также очень тепло отзываются о Джемилеве. Это достаточно большая редкость, не только, ну, вот в принципе для мировой политики, когда и журналисты, и активисты, и политики, и простые граждане говорят о политике позитивно. Но это действительно очень нечасто происходит. По вашему мнению, в чем секрет Мустафы Джемилева, который позволяет ему быть вот, ну, фактически безапелляционно быть лидером для крымских татар? Ну, вообще, такие люди, как Мустафа Джемилев, есть далеко не у каждого народа. И можно считать, что крымским татарам, то есть нам, очень повезло, что у нас есть такой безоговорочный лидер. Ильми, и вот напоследок также еще один вопрос от нашего слушателя, который он задал. Это он касался того, насколько Европа поддерживает стремление крымских татар вернуться на родину, к свободе, к нормальной жизни в Крыму. Вот вы чувствуете эту поддержку? Насколько, в принципе, именно Европейский Союз активно помогает крымским татарам в этом вопросе? Ну, Европейский Союз, впрочем, так же, как и Организация Объединенных Наций, то есть более поддерживают нас достаточно активно. Еще в 2014 году начали делать заявления, которые указывали на то, что они будут поддерживать территориальную целостность Украины. И, собственно говоря, так и происходит. Некоторые лидеры типа Земана из Чехословакии умудряются делать другие заявления, но это скорее исключение, чем правило. Но мы все равно считаем, что делается недостаточно, потому что мы ждем результатов. А результат должен быть только один. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена полностью и без каких-либо условий. Крым должен быть возвращен в состав Украины, и все политические заключенные должны быть освобождены, а те, которые не имеют возможности сейчас въехать в Крым, должны вернуться. Что ж, Ильми, я искренне благодарю вам за ваши ответы. Напомню нашим слушателям, что мы беседовали с заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеровым. Буквально через пару минут мы продолжим наш разговор с крымским историком Андреем Иванцом. Я же сейчас хочу сказать, что у нас есть на связи слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, господин Гол. Я прошу прощения, у нас проблема со связью. Если вы хотите еще раз задать свой вопрос, не стесняйтесь, звоните нам по бесплатному номеру телефона для крымчан 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Напомню также нашим слушателям, что вечером в нашем сегодняшнем эфире мы, как всегда, обсуждаем самые важные новости дня. Ну и не забывайте писать нам, предлагать свои темы программ. Да, и в вечернем эфире, само собой, анализ самых главных событий. Не пропустите. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Мы же продолжаем нашу беседу, и вот к нам присоединяется крымский историк Андрей Иванец. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Я напомню нашим слушателям, что говорим мы о юбилее Мустафы Джемилева. И вот, в принципе, все, кто с нами сегодня связывались, говорили о том, что Мустафа Джемилев уникальный лидер. Вот Ильми Умеров говорит, что крымским татарам очень повезло, и не у каждого народа действительно есть вот лидеры такого масштаба. Вот по вашему мнению, действительно ли с исторической точки зрения Мустафа Джемилев действительно настолько выдающаяся и выделяющаяся личность? Действительно, не все народы
имеют радость гордиться ими? Ну, безусловно, такие личности, как Мустафа Джемилев, это для народа большая удача, для любого народа. Причем, когда мы говорим именно об этом человеке, то это, несомненно, лидер крымско-татарского народа и одновременно это лидер украинской политической нации, один из лидеров украинской политической нации, поскольку крымско-татарский народ сегодня является таким актором, который создает вместе с другими гражданами Украины украинскую политическую нацию, то и лидер крымско-татарского народа это одновременно и лидер украинской политической нации. Поэтому повезло не только крымско-татарскому народу, а, собственно говоря, и всем нам, всем гражданам Украины, какой бы национальности мы ни принадлежали, я бы так сказал. Просто Мустафа Джемилев проявил себя с молодости уже как активный деятель крымско-татарского национального движения, который принципиально отстаивал позиции защиты национальной чести и достоинства крымских татар в экстремальных условиях, ставя фактически свою жизнь на кон борьбы за свободу своего народа, за возвращение его в Крым. Ведь известно, что было 6-7 судов в советское время против него именно за его политическую позицию. 15 лет находился в лагерях, в ссылке, прошел тяжелейшие испытания. Голодовка в середине 70-х годов, больше 300 дней, 303 дня голодал Мустафа Джемилев в знак протеста против произвола советских властей. Это самая длительная голодовка в истории. И вот такая принципиальная позиция, которая проявилась еще в молодости, готовность отстаивать свои убеждения даже вот ценой своего здоровья и ставя на кон действительно свою жизнь, она и в сегодняшних условиях, когда Россия начала агрессивную войну против Украины, вновь эти качества лидерские они проявились в 2014 году. Никакие посулы государства-оккупанта, никакие попытки лидера России привлечь Мустафу Джемилева на свою сторону, а известно, что он 12 марта 2014 года звонил Мустафе Джемилеву, они все провалились, потому что он сумел занять позицию, понимая всю свою ответственность не только за себя, а и за свой народ, и занять позицию в соответствии с международным правом, с украинским национальным законодательством. И вот такие поступки, они показывают масштаб личности, способность реагировать на самые сложные вызовы в соответствии с внутренними убеждениями. Вот вчера, когда праздновалось официально 75-летие Мустафы Джемилева, то многие люди отмечали, что эта личность, вот Мирослав Маринович, например, говорил, известный диссидент, в прошлом, да, сейчас один из руководителей Украинского католического университета, он говорил, что личности такого масштаба, как Мустафа Джемилев, это личности, которые можно сравнить с Махатмой Ганди. То есть это деятели, которые заметны в мировом масштабе. Вот крымско-татарский народ, небольшой народ, но если он рождает такие личности, то это показатель его веса, влияния в масштабах уже исторических. Ну, Андрей, у нас осталась буквально минута, и я понимаю, что вопрос непростой, но попытаюсь все-таки попросить вас ответить на него коротко. Это самый, наверное, популярный спор среди политологов и историков о роли личности в истории. То есть кто-то говорит о том, что обстоятельства создают таких лидеров, как Джемилев, или наоборот, такие люди, как Джемилев, создают обстоятельства. Ваше личное мнение, вот. Что важнее в данном случае? Вся история, которая происходит вокруг, или то, как действуют такие люди, как Джемилев, чтобы эту историю создавать? Конечно, обстоятельства важны, но на обстоятельства можно реагировать по-разному. И вот здесь как раз роль личности и проявляется. Вот вчера Мустафа Джемилев сказал, что я не совершал ничего героического, я просто выполнял свой гражданский и моральный, нравственный долг. Приблизительно так он высказался.
Но на самом деле то, что он делал и делает, это, конечно, его позиция оказывает влияние на народ крымско-татарский, на судьбу сегодня Украины, да, вот его, например, спор заочный с Милошем Земаном, с президентом Чехословакии. Мустафа Джемилев в 1968 году вышел на Красную площадь, протестовал в условиях СССР против оккупации Чехословакии, поэтому он сегодня имеет моральное право говорить с президентом Чехии на равных практически. Андрей, я вынужден поблагодарить вас. Мы только что исчерпали все время нашего эфира. Напомню, в студии с нами на связи был крымский историк Андрей Иванец. Мы говорили о Мустафе Джемилеве, лидере крымско-татарского народа. Обязательно услышимся уже в ближайшее время. Радио Крым Реалии, Александр Голубов. Новости в эфире Радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Крымтелеком включен в план приватизации.